Эфир телеканала «Якутия-24» продолжит программа «Актуальное интервью». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. И гость нашей студии сегодня – председатель постоянного комитета Госсобрания Илтумен Республики по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Прокопьев Владимир. Владимир Михайлович, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я знаю, недавно вы были на 9-м Невском международном экологическом конгрессе, который прошел в Санкт-Петербурге, и выступали там с докладом о глобальном потеплении. Расскажите, пожалуйста, в целом, о чем этот конгресс, ну и о вашем выступлении в частности. Ну да, традиционный Невский международный экологический конгресс прошел 27-28 мая в Санкт-Петербурге с участием очень большого количества представителей иностранных государств. Приняли участие представители более 30 государств стран. И был очень представительным, поскольку спикером выступала на пленарном заседании Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, Виктория Абрамченко, зампредседателя правительства, ряд министров, в том числе Александр Козлов, министр природных ресурсов России. И притом повестка была тоже очень серьезная и ближе к нам, поскольку обсуждались вопросы климата, разработка новых нормативно-правовых актов по реализации Парижского соглашения, вопросы Арктики, в целом экологии и так далее. Но мне удалось выступить на сессии по климату, где я еще раз обозначил проблемы, связанные с вечной мерзлотой, с необходимостью правового регулирования на федеральном уровне. Мы этой темой занимаемся достаточно давно. С 2014 года активно ставим на федеральной площадке, на различных форумах. И вот, наконец, мы считаем, что наша позиция Республики Саха-Якутия, она услышана. Буквально на днях уже разработан ряд проектов федеральных законов по внесению изменений в закон об охране окружающей среды, гидрометеорологической службе и так далее. Так что разработан уже существенный план по мониторингу состояния вечной мерзлоты. Вы знаете о том, что 65% территории страны находится в зоне вечной мерзлоты. Практически вся территория Якутии. А на Арктике изменение климата ощущается наиболее сильно. Раза в 3 сильнее, больше и мощнее, чем в среднем на нашей планете. Поэтому тема актуальна, она очень важна. Мы все осознаем и понимаем возможные последствия таяния вечной мерзлых грунтов, поскольку, во-первых, это выбросы огромного количества газа, углекислого газа, который создает, опять же, обратный парниковый эффект. Это проблемы, связанные с нашей инфраструктурой и так далее, и так далее. Действительно, очень здорово, что все-таки позиция нашей республики услышана, и движение в этом направлении продолжается серьезное. Вы упомянули изменения в законах, которые были недавно приняты на федеральном уровне. Давайте поговорим о законе внесения изменений, в которые произошли недавно здесь, в Илтумене. Это закон о мамонтовой фауне. Расскажите чуть подробнее о нововведениях, что изменилось. Во-первых, если чуть заглянуть в историю, то мы еще по 2005 году в республике приняли свой закон. Но в связи с тем, что на федеральном уровне не было достаточно четкого регулирования, основные положения данного закона перестали действовать сразу же. Поэтому мы сегодня действуем, работаем не по закону, а по подписанному соглашению между правительством республики и МП России. Вот с учетом последних изменений выносим свое законодательство, уточняем понятия. Вместо, допустим, если раньше было у нас понятие добычи как полезных ископаемых, то уточняется и вводим понятие сбор. Мы создаем цивилизованную систему, прозрачную систему сбора и реализации этого продукта, этого сырья, очень важного, востребованного в наше время. Поскольку многие жители нашей Арктики, собирая вот эти палеонтологические останки, получают определенный доход. Но на сегодня очень много для них препятствий, препонов, поскольку рынок непрозрачный, нет четкости правил игры и так далее. Наша общая задача – дать возможность нашим жителям легально собирать
получив соответствующие документы, их маркировать, чтобы ввести определенный учет, и дать возможность, значит, без излишних посредников реализовать вот их сырье, это плоды их труда. Но сегодня вы знаете о том, что между ними куча посредников. В результате сами жители, которые занимаются этим, получают мизер. Вот. Поэтому эта система создается, мы сделали один шаг к этому. Второй шаг – это внесение изменений в федеральное законодательство. Хотя мы еще в 2014 году разработали проект федерального закона, но он имеет определенные сложности, поэтому пошли вторым путем. Вместе с нашим депутатом Галиной Никитиной Данчиковой разработали проект, и сейчас вносятся изменения, предусматривающие передачу полномочий субъектам. Вот в этом случае мы сами будем уже регулировать этот процесс. В-третьих, указом главы нашей республики Арсения Сергеевича в 2018 году разработана концепция. Вот, и в соответствии с этой концепцией будет создана система международной ярмарки, электронной площадки и так далее, и они должны заработать. Тогда не будет пропонов для наших жителей в реализации вот этой продукции. Ну и тем более это очень важно, потому что очень огромные территории, только этим и живут, это единственный способ заработка. У нас 80% практически запасов от мамонта и фауны. Мировых. Мировых. Еще один важный вопрос – это вопрос оплаты взносов за арендуемые охотугодья для общин коренных малочисленных народов Севера. На ваш взгляд, какие изменения нужно внести в существующую ситуацию? Да, действительно, вот в конце прошлого года возникла очень серьезная проблема, связанная с толкованием, с решением Верховного суда Российской Федерации и так далее. Но благодаря общим усилиями, благодаря лоббистской возможности главы нашей республики Арсения Сергеевича, Галины Никитиной Данчиковой, Сахамина Милановича Афанасьева и нашего парламента в лице моего коллеги Гламурева Елены Христофоровны и нашего комитета была проделана огромная работа. В результате сейчас общины коренных малочисленных народов уже не будут платить за взносы за получение охотхозяйственных соглашений. Для них установлена на сегодня определенно очень серьезная льгота. Также в конце мая возглавляемый вами комитет рассмотрел ход исполнения программы научных исследований экологического состояния, об этом в последнее время чаще говорим, Вилюйской группы улусов. Есть ли какие-то промежуточные итоги, которые были сделаны и которые можно уже озвучить? Ну, опять же, если вернуться к истории, то действительно на территории нашей республики в советское время, в условиях, когда не было четкого законодательства экологического характера, были допущены очень серьезные ошибки, которые повлекли за собой ущерб экологии, состоянию здоровья людей. Вот, я не буду все пересказывать. Эта участь постигла и реки Вилюй. Вот, к сожалению, в 2018 году случилась тоже определенная очень плохая негативная ситуация. Вот, в результате были приняты решения главой республики. Вот, был подписан один из первых указов его об экологическом благополучии. Наш парламент провел серьезное парламентское слушание, и мы приняли важные рекомендации, и сегодня реализуются вот эти документы, в соответствии с которыми разработан ряд программ, в том числе по комплексному исследованию состояния здоровья людей, проживающих в бассейне реки Вилюй и Марха, значит, и по исследованию экологического состояния этого бассейна. Финансирует компания «Алроса». Вот эти программы начали работать с прошлого года. Вот, конечно, пандемия немножко помешала, вот, но тем не менее работы серьезно велись, особенно по изучению состояния экологии. Значит, взяли большое количество различных проб, идет анализ, и мы в конце года или в начале следующего года мы уже увидим определенную картину. Что касается изучения состояния здоровья, то мы договариваемся о том, что необходимо их расширить, углубить, с тем, чтобы иметь более ясное представление, значит, более подробно и плотно анализировать, получить дополнительные материалы, анализы, их исследовать. Поэтому парламент не теряет контроль над реализацией этих программ. Мы в год несколько раз рассматриваем
И вот очередное рассмотрение состоялось недавно. Осенью вернемся к этому вопросу, поскольку эта тема волнует жителей Вилюйской группы полусов. Третья часть, одна из основных моментов — обеспечения населения питьевой водой. Вилюйской группы полусов, там сумма очень большая, порядка 2,5 миллиардов рублей. Она реализуется успешно. Вот, через ближайшие несколько лет эта программа будет исполнена. Так что мы держим руку в пульсе событий и плотно работаем. Будет очень интересно знакомиться, когда первые результаты вот тех проб и анализов, Да. когда будут... Ну и в итоге вот этих комплексных исследований мы должны выйти на разработку серьезного документа, предусматривающего реабилитацию состояния и здоровья, и экологии этого региона. Насколько я знаю, вы продвигаете вопрос включения реки Лена в нацпроект «Экология». В чем суть вопроса вообще и какие плюсы прохождения нашей главной артерии в этот нацпроект? Ну вот, благодаря тому, что в нашей стране были разработаны ряд национальных проектов, решаются очень многие вопросы. В том числе есть отдельный нацпроект по экологии, в составе которого есть проекты по оздоровлению водных объектов. Вот в этот нацпроект включены такие объекты, как Байкал по праву, река Волга, ну и ряд водных объектов. Но в него не попала наша Лена. Кстати говоря, вот несколько цифр. Во-первых, Лена — это вторая по величине большая река в стране. Вот, это 10% чистых пресных вод, 10% чистых пресных вод. И единственная река, которая протекает полностью в зоне вечной мерзлоты. Река Лена входит в десятку крупнейших рек мира. Вот нам этим надо гордиться. Нам необходимо это понимать, что наша река — это одна из величайших рек мира. Вот. Поэтому встал вопрос о необходимости попытаться его включить в нацпроект. Вот почему мы с позапрошлого года планируем проведение определенных работ. В прошлом году мы планировали проведение совместного заседания двух профильных комитетов, двух законодательных собраний Иркутской области и Якутии, поскольку истоки у нас проходят на территории Иркутской области, многие притоки находятся в других соседних субъектах, Забайкалье, Бурятии, Красноярском крае и так далее. Поэтому, к сожалению, пандемия помешала, но тем не менее планы остаются. Если ничего не изменится, то мы планируем ориентировочно 2-3 июля провести вот это мероприятие. Но не знаю, в каком пока режиме. Мы хотели бы увидеть этих наших гостей, чтобы показать величие нашей реки, вот, обсудить на месте и так далее. Но если вот получится, то так. Если нет, то мы в режиме ВКС постараемся провести вот это мероприятие. С тем, чтобы в будущем войти в этот нацпроект, поскольку он будет корректироваться, возможно, будет видоизменяться. И наша общая задача включиться с тем, чтобы, во-первых, решить проблемы, связанные с заготовкой леса в верховьях Лены, упорядочение добычных работ, опять же, в верховьях и в притоках нашей Лены. У нас порядка 300 затонувших судов, некоторые из них, к сожалению, с начинкой, с топливом. Вопрос их подъема и утилизации стоит очень остро. У нас очень много крупных населенных пунктов не только по берегу Лены, но и по притокам не имеют очистных сооружений. Вот почему у нас Лена считается загрязненной рекой. Хотя она, кажется нам, что чистая, но тем не менее загрязненная. А ее основные притоки, такие как Вилюй-Алдан, считаются очень загрязненными по тем показателям, которые учитываются от надзорных органов. Будет очень здорово, конечно, если все это произойдет и попадет наша река в нацпроект. Владимир Михайлович, я благодарю вас за эту беседу. Огромное спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.
Это была программа «Актуальное интервью». Гостем нашей студии был Владимир Прокопьев, председатель Постоянного комитета Государственного собрания Илтумен Республики по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии. Берегите себя, не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.